Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как 9-летний подросток, переходя дорогу возле школы, вместо уроков оказался на больничной койке. Пострадал сильно? Не знаю, скоро увезла. Покажем мужчину, придумавшего простой, как ему казалось, способ иметь все, что хочется, при этом ни за что не платя. Айда, вставай. Слышь, нет? Глаза потом протирать будешь, давай вставай. А также разбитая надежда продать автомобиль. Я уходил уже от удара. Я видел, как он выезжал. Авария по пути на встречу с покупателями. Это и не только прямо сейчас. Вместо школы на больничную койку попал сегодня 9-летний мальчик, пытавшийся перейти дорогу на улице Космонавтов. Как рассказали очевидцы, он шел на уроки, дорогу переходил на зеленый свет и, ступив на проезжую часть, оказался на капоте Volkswagen Polo. Мнение водителя и их состояние здоровья мальчика в сюжете Нафисы Минязовой. А вы его не заметили, да? Ну, конечно. Я нарочно не резко. Водитель Volkswagen Polo уверяет, что ребенка просто не заметил, видимо, как и красного для себя сигнала светофора. Говорит, ехал по улице Космонавтов, скорость не превышал. Неожиданно прямо перед его капотом появился ребенок, предотвратить наезда не смог. Пострадал сильно? Не знаю, скоро увезла. Через несколько минут на место происшествия прибыли медики. С подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали ребенка в больницу. Тем временем автоинспекторы выясняли, как все произошло. Очевидцы рассказали, что мальчик шел в школу, дорогу переходил на зеленый сигнал светофора, и они были удивлены тому, почему водитель не снизил скорость, подъезжая к пешеходному переходу. Рядом находится школа, и детей на тот момент вблизи проезжей части было много. Степень ответственности, которую понесет водитель иномарки, будет зависеть в том числе и от тяжести травм, которые получил ребенок в результате наезда. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. На пересечении Оренбургского проезда и улицы Мидхата Булатова не смогли разъехаться Toyota Corolla и Skoda Rapid. Участники аварии самостоятельно разобраться в том, кто прав, а кто виноват, не смогли. Но один из них рассказал Анне Городновой, что у него есть доказательства невиновности. Еду спокойно, он разгоняется, он, видимо, перепутал с дополнительной стрелкой и ударился в меня. Ильдар, водитель автомобиля Toyota Corolla, рассказывает, двигался по улице Мидхата Булатова. На светофоре дождался разрешающего сигнала, только тронулся с места и выехал на Оренбургский проезд, как получил сильный удар слева. В его автомобиль въехала Skoda Rapid. Уверяет, что виноват в произошедшем водитель Шкоды, однако тот, по его словам, свою вину признавать не спешит. Он говорит, я как будто на зеленый ехал, он путает стрелку с основным. Я-то точно ехал на свой зеленый. По его словам, водитель Шкоды, перепутав дополнительную стрелку с основной секцией светофора, на полном ходу протаранил его автомобиль. В результате у Шкоды сработали подушки безопасности, и без помощи эвакуатора автомобиль уже обойтись не смог. А водитель Тойоты намерен доказывать свою правоту. Говорит, его слова могут подтвердить очевидцы. Они обменялись номерами телефонов и обещали рассказать об увиденном на разборе в автоинспекции. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Пожарные, полицейские и работники газовой службы приехали ночью в федеральную налоговую службу, расположенную на улице Театральная. Причиной послужил сработавший датчик пожарной сигнализации. По предварительной версии, на 4-м этаже произошло короткое замыкание. Горения при этом не было. Экстренные службы оперативно устранили угрозу. В результате происшествия никто не пострадал. Проник в супермаркет, разбив стекло, и брал все, о чем мечтал, но не хотел за это платить. Сотрудники охранного предприятия задержали подозреваемого в краже из одного из супермаркетов Нижнекамска. Мужчина долго не думал, как проникнуть в магазин. Стеклянные стены, серьезной преграды не посчитал. Таким же образом он и покидал торговое заведение. Как раз в этот момент и был задержан. Что еще, кроме вожделенного алкоголя, попытался украсть подозреваемый, знает Илья Хайрудинова. Айда, вставай. Слышь, нет? Давай вставай. Давай вставай. Глаза потом протирать будешь, давай вставай. После задержания мужчина лежал на полу и всем своим видом показывал, что не может встать. А буквально за несколько минут до этого агрессивным поведением и угрозами расправы над группой быстрого реагирования он вынудил охранников применить против себя слезоточивый газ. Айда. Подожди, блин. Сейчас, чуть-чуть. Ты и так уже належался нормально.
Прибыв к супермаркету на проспекте Шинников, сотрудник частного охранного предприятия увидел разбитое стекло и лежащие на снегу бутылки со спиртным. Тогда же он и услышал шорох внутри магазина. Притаившись возле разбитого проема, охранник дождался, пока вор пройдет к своему самодельному выходу, но их встреча не прошла совсем гладко. На требование выйти злоумышленник начал оскорблять сотрудника и угрожать ему. Обезвредив нарушителя, охранник передал его полицейским, и уже пройдя в магазин, стало ясно, что еще он хотел украсть. Попытка выноса товара, попытка хищения денежных средств с кассы. Но попытка присвоить чужое у мужчины провалилась. Сейчас полицейским предстоит выяснить детали произошедшего и квалифицировать все согласно Уголовному кодексу. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Mitsubishi Colt и Lada 14 модели не поделили дорогу на пересечении улиц Танкова и Хусейна Мавлютова. На перекрестке один из автомобилей решил повернуть налево, не пропустив при этом встречный транспортный поток. Чем это обернулось, расскажет Рамиль Шайдулин. Ты сказал, как есть, не снимай мою машину. Это машина Lada 14 модели. Именно ее водитель, по мнению второго участника аварии, и должен был предоставить преимущество другим участникам дорожного движения. Как он говорит, ему тоже зеленый, так-то нам зеленый. То есть обоим зеленый, получается, говорил, нет? Ну, теоретически оттуда он должен был пропустить, раз оттуда едет. Mitsubishi Colt ехал по улице Танковая в направлении Зорки. По предварительной версии, водитель Lada, едущий ему навстречу при повороте налево на улице Мавлютова, не убедился в безопасности маневра и начал движение. Иномарка уже набрала скорость, а потому избежать удара хозяин Mitsubishi уже не мог. Все произошло в центре перекрестка. Ну, конечно, тормозили. Что чувак едет на встречку, естественно, тормозил. Я ему в бок ехал, вот. Видите, в бок. Чтобы определить степень вины каждого из водителей, оба участника аварии остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД. Если Лада еще могла передвигаться своим ходом, то иномарка, скорее всего, уже нет. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Надежда продать автомобиль разрушилась вместе с Kia Rio, врезавшейся в бок «Газели» на перекрестке улиц Волгоградской и Короленко. Водитель иномарки признался, виноват сам, но вот владельцу «Газели» от этого не легче. Он ехал навстречу с потенциальными покупателями. Сделку после аварии тут же отменил. Впрочем, досталось и Kia. Иномарка после удара практически лишилась всей передней части. Подробности расскажет Айрат Назипов. Тот же покупатель сегодня должен был приехать. Да, они должны, но, скорее всего, уже свояк позвонил, чтобы не приезжали. Смысл какой? Ну, если возьмут... Водитель «Газели» огорчился вдвойне. Говорит, сегодня рассчитывал продать грузовик. С потенциальными покупателями должен был встретиться буквально через час. Но планы изменились после попытки проехать перекресток улиц Волгоградская и Короленко. За секунду до столкновения с Kia понял, что машина уже не продать. По крайней мере, сегодня. Я уходил уже от удара. Я видел, как он выезжал. Как рассказал мужчина, он ехал по улице Волгоградской на Зеленый. На перекрестке с улицы Короленко хотел проехать прямо. Но в этот момент краем глазом успел увидеть, что слева на него едет легковушка. Мужчина, пытаясь уйти от столкновения с ней, вывернул руль вправо. Но этот маневр не только ему не помог, но и едва не привел к наезду на столб. К счастью для владельца «Газели», этого уже удалось избежать. В результате удара иномарка буквально лишилась передней части. Предполагаемый виновник, водитель Kia, свою вину перед водителем грузовика полностью признал. Я на зеленый, он признал свою вину. Водитель легковушки рассказал, что при повороте налево должен был пропустить едущий прямо автомобиль. Сейчас все детали произошедшего участникам аварии предстоит разобрать вместе с сотрудниками автоинспекции. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать там по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.